Шановні сябри, коли я бачу нашу аудиторію, я задаюся питанням самому собі, його ставлю, що приводить нас на подобні зустрічі. Зустрічі присвячені воєнній історії. Чи шукаємо ми у цих сюжетах які елементи натхнення, ті самооправдання, ті люсники інші реалії, які не зв'язані з нашими старими для цих подій. Я міркую, сьогодні ми поспробуємо узняти ці теми. Мене звуть Олег Дернович, організатор нашої конференції, яка так амбітно називається «Воїни у політичній культурній традиції Білорусі і інших країн Центральної Сходної Європи». Для когось організатори этой конференции попросили меня вести наше сегодняшнее споткання. Зрештою, всі учасники нашого зустрічі так само беруть уділ в этой конференции. Мы уже провели, признаемся, приличный день. И мы с таким жахом думаем, неужели эту полемику придется протягнуть надалей. Но, тем не менее, я представлю наших гостей, які ласкаво погодилися не тільки приїхати в наш город, в нашу країну, але так само виявили жадання зустрітися сьогодні з вами вечором. Олег Русина з мятежного Києва, Алексей Логин з стабільного Петербурга, безмятежного, Альфа Закон з нашого городка. Ну, ми так само долучили його до дискутанту, і я потім, коли буду давати слово всім нашим удільникам, буду трохи їх так само представляти і яким чином вони задіяні у нашій дискусії. Так само поінформую. Може бути, Нет, до вас доходит информация? Мне не обязательно фонить, нет? У вас легче дается, правда? Разумело. Теперь, шановні сябри, удільники нашей встречи, я хотел бы сказать пару слов про специфику военной истории для давних громадств, для наших випадків середньовіччя раннього нового часу. Видите, для тих періодів всі зв'язки по воєнній історії є історично більш інформативними. Це цілком зрозуміло. Коли ми пригадаємо сфери компетенції держави у цей час. Розумієте, многі з'яви, які сьогодні нам здаються автоматичними, нормальними для виконання держави, підтримання санітарного стану країни. Розумієте, у старовинності такої функції за державою не було. Колькість таких функцій була вельми межована. Ну, найперше, судова функція, зрозуміло. В принципі, спеціалізація держава починається з виконання таких судових функцій. Ну, у той чи іншій формі збирання податків, фіскальна функція. Окей. І, до речі, воєнна функція – це одна з головних прикмет держави того часу. І криниці по воєнній історії для нас в этом смысле не больше богаты, чем только границы про некие милитарные події. Ну, так само можно дискутовать. Ну, в умовах нашей чины, Великого князства Литовского, границы военной истории одночасово заявляются выдатными границей генеалогическими. У свой час был зроблен так само таки переход от военной истории до демографичной. Коли видите такі унікальні помніки письменства нашого регіону попис войска Великого князства Литовського, видите, були вже зроблені у польській історіографії такі наприклад, що на базі перепису этой шляхти, яка вимушена з'являтися на перспективу машині, ага, можна поступати в місті на некие обобнення по демографічному стану. Олексій Лубін, який присутній
так само на нашій дискусії. Я спробував зробити інший ход, переключив тумблер у іншу позицію. З чим це було зв'язано? Він так раціоналістськи замацувалося розуміння воєнної історії як улік кількості войск, які сопоставить один одному. Ну, я признаюсь, сегодня на конференции про это публично обучил, я великий скептик, в принципе, такого методики пошуку докладної кількості войска. Але, тим не менш, Олексій пропонував зрозуміти верхню планку тих військових одинок, які могли удержати інші битви, заходячи з мобілізаційного потенціалу тих районів, откуда приходили гэты полки, ну, в данном выпадку российские. И вот я вельми моцно подсумнил те повідомлення, які присутнішують у наших айчинних і західноєвропейських народних корінцях про те військи, про кількість військ, які вдячні в битві. Якраз Олесь свого часу написав рецензію, так, на эту книжку. Он так само компетентний, можна сказати, в цій темі, і тому повторяюся випадково, це люди присутствують на нашій дискусії. И теперь я хотел бы обратиться к Алексею и задать ему такой вопрос, не ожидая очень ответа, тем не менее. Тема нашей дискуссии «Битва под Орш через 500 лет. Особенности национальной интерпретации». Я хотел бы спросить, Алексей, у вас, действительно ли только про те события военной истории, в данном случае, потому что мы можем рассуждать в связи с позиции национальных историографий, или есть какое-то самостоятельное событие битвы под Оршей, или только в нашем понимании? Мы домовились, что кожный заступовцев будет иметь по 15 хвилин максимум. Так? Ответ на этот вопрос сколько занимает времени? Ну хорошо, 4 минуты на ответ и 11 минут на ваш спич. Хорошо, постараюсь быть краток. Итак, что касается изучения битвы под Оршей, состояния национальной историографии, да, и других всех дел, отмечу, что битва под Оршей, я об этом уже говорил на конференции, являлась неким знаковым событием. Да? Во-первых, битва действительно была крупным сражением, это невозможно отрицать, да? Где на поле, а я хочу отметить, что полевых сражений в войнах 16 века не так много, все войны шли с целью захватить какой-либо пункт, либо опустошить какую-либо территорию, да, и, собственно, полевых сражений с большим количеством войск за 16 век не так много. Все-таки все войны шли за как раз за занятие какой-либо крепости. Вот. Что касается Орши и вот, национальной интерпретации, я уже опять-таки об этом говорил и повторюсь для тех, кто не слышал. Оршанская битва, она стала, скажем так, камнем преткновения между народами, в том числе представителями российской историографии, украинской, литовской, польской, белорусской. Да. И здесь я бы все-таки не акцентировал внимание на какие-либо национальные... Понятно, что на изучение битвы всегда накладывает отпечаток вот именно национальная интерпретация. Хотим мы это или нет, историк должен стремиться к объективности, но так или иначе у любого историка иногда проскальзывают какие-либо вот, национальные вкусы, предпочтения, скажем так, да, они
иногда более заметно, иногда менее заметно, но тем не менее. Здесь я бы не хотел озвучивать свою версию, как вот именно главную версию российской историографии. Да, вот, я старался изучать Оршанскую битву более-менее объективно. Не знаю, насколько у меня это получилось. Вот. И я бы и предостерег исследователей от тенденциозных формулировок и, вот я уже об этом также говорил, априорных подходов. Еще раз я повторю. Нам известно, что была битва, да? Что в ней победили объединенные польско-литовские войска. Российские войска проиграли. Все. Обстоятельства, подробное обстоятельства битвы мы знаем поскольку мы мало чего знаем о численности войск. Чьих войск было больше, чьих было меньше, мы, вот объективно говоря, мы не можем знать. По той простой причине, что одни источники говорят одно, другие говорят другое, и здесь разобраться достаточно сложно. О последствиях битвы мы также при нынешнем состоянии историографии мы мало чего знаем. Потому как 1514 год, это год решающий, я бы сказал, во всей кампании 1512-1522 годов. Пал Смоленск, Орша как некая компенсация, да, была. Дальше война шла с переменным успехом, да, закончилась в 1522 году. И все те коалиции, проекты коалиции, которые создавались, те коалиции, которые распадались, те события, которые последовали после 8 сентября 2014 года, их достаточно много, и привязывать все-таки к последствиям Оршанского сражения я бы вот опрометчиво не стал. Эти события шли параллельно этому сражению. В какой-то мере сражение могло влиять на последующие политические события, в частности на заключение Максимилианом и Сигизмундом договора, да, в 1915 году на Венском конгрессе, но в какой-то мере нельзя говорить, что прямо говорить, что сражение Подольши повлекло распад коалиции антиегелонской и перенос вектора политики Священной Римской империи именно на союз с Сигизмундом. Последующие события, миссия Гильберштейна, последующая миссия имперских посланников при заключении военного союза России и Тевтонского ордена показывают, что не все так однозначно. Вот, если так вкратце, я бы так обозначил некоторый ответ. Это был только ответ на мой вопрос, или это был выступление Алексея? Как раз ответ, это был ответ с некоторым дополнением. Дополнением. Мы еще вернемся к обсуждению. Дальше, сябры, кожен з нас мусить перед вами раскрыться, выступить. Коли з вашого боку будуть питання родного кшталту, я думаю, так само ми до їх звернемося. Ви можете подиктувати, може бути другу частку наших речей. Ми якраз заплануємо на відкази на питання. Дякую Алексею за его выказы. Але я бы отзначил, что у самим в этом выступе у тезисах Алексея уже есть певные суперечности, вельми серьезные, как мне подается, потому что Алексей и своей книжкой, до речі, может быть, я забил половку и сказал вам, что чем, я думаю, Алексей Лобин, он подыхтовал, выпустил беседу.
в 11 году книжку по Аршанской битве. Там, зразумела, досталось на рейхи и белорусской гистографии, и белорусскому национализму. А что самое важное, Алексей как раз пропоновал свою концепцию подликов. Рефреном в его книжце звучит то, что это вельми цікавая потеря, але зовсім не визначальная. И значит, вот сегодня Алексей зараз заявил, что тем не менее 1514 год был решающим годом, решальным годом. В самой справе в этом пункте сошлося вельми шмат подей, развязка яких и пришлась все ж таки, как мне подається, на ту битву под Вошей. В этом сенсе я закликаю ожидать битву под Вошей не за Ливана, как само по себе цікавая милитарная подея, але безумовно в контексте той войны. И видите, это, но, окей, не эта битва, але те подеи, які были звязаны с этим пунктом войны, на вершине яких находилась эта битва, привели до змены ситуации. Бо до этого Великое княжество несло только страты, ну, любило Смоленск, такие уже той войне не смогло отвоевать, але это дальнейший наступ, он все-таки был припиненный в вынику тих подій, на вершине яких находится битва. Теперь еще один пункт, який викликає дискуссии наши с Алексеем. Теперь чего? Это проблематика антигелонской коалиции. Видите, у меня там пару публикаций есть на этой теме, но с чем мы полемизуем с Алексеем. Видите, это в принципе нормальный исторический подход, берутся вельми яскраво сформулированные думки, так, и они часто вельми полемичные, так, и они лепш заходят про свой полемичный дограммаство. И вот оправдаю, я погоджусь с Алексеем, что можно споткать в белорусских публикациях тезу про то, что антигеройская коалиция была знищена как раз перемогою Аршанской битвы. Так, я згодна, такі тези можна споткати у публицистичных артикулах в Беларуси. Але я признаюсь, что в году 15 у меня уже был артикул на тему антигеройской коалиции. Ну и вот это 6-томовик истории Беларуси, который том как раз присвященный Великому княжеству до Люблина, там коллеги попросил меня на целый раздел. И в принципе, соправды, я показал, что, ну, для себя я довел, что идея коалиции с Москвой была откинута императору Святой Римской империи еще до подей самой битвы. Але, что-то принциповое. Знов таки, я бы не разглядал эту подею из-за Ливана. Дипломатичная активность вокруг заключения антигеройской коалиции, так званой антигеройской коалиции, это была частка той политико-дипломатичной активности, яка велася под час войны. И врешті, что император змінив умови, на які не пішов Великий князь Московський. Так само свідчить про те, що ті процеси, які відбувалися на цій території Сходній і Центральної Європи, так само не сприяли заключенням этой коалиции. Ну и все ж таки, я хотел бы сказать, что и в гистографии, в том числе в белорусской, есть и скептичные позиции про то, что пишет Алексей, да, самой идеи антигеройской коалиции. Теперь, ну, видать, это справедливо, с пункта зрения громадской думки, вот эта магия личбов, как я называю эту проблему, вот, колькость удельников забот в Баку. И она раздражняет доследчиков, раздражняя читачів, бо одні бачать у колькісних диспропорціях в своїх правах, ну, правах своїх продків, я не так там сформулюю, криницю величі, ну, інші будуть оправдуватися і казати, що ні, в принципі, паритет. Но тим не менш, эта проблема, як і гісторіографічна, она застається. Олесь, может быть, тут дадите свое меркование до этой проблемы? Ты можешь будет дать так заниматься, так? Передаю слово Олесю Казакову. Ну, у нас тема дискусії заявлена як Аршанська битва особливості національних інтерпретацій.
Ну, про зараз, видать, працює, так. Ні, можна... Шкода, що тут немає представника Польщі серед дискутантів, тому що ця країна якраз є одною з тих, тілесні голови, яка претендує на Аршанську битву як на місце у пам'яті, національній пам'яті, так як на події у їхній національній історії, не випадково, то все зрозуміло. Можна дати коротку характеристику трактовок Аршанської битви у національних історіографіях, і не веду, коли це буде слушно на даденому етапі дискусії. Ну, ви маєте право самі, в принципі, побудувати свою... Добре. Ти будеш, в принципі, це нас цікавить? Добре. Справа в тому, що Аршанська битва вивчалася науково у основному у Польщі. Зв'язано це з тим у основному, що за совєтським часом ця тема була практично темою табу по відомих причинах у республіках Совєтського Союзу. Так, там є фактично одна публікація, вельми коротка, у спеціалізованій праці по воєнній історії, підготовлена воєнним істориком, зв'язана з Генштабом, і йому, видать, можна було публікацію зробити. Ось такий вельми короткий нараз, літерально на пару сторонах. Ось, у цей час у Польщі вивчення Аршанської битви розвивається, і дякуючи цьому у Польщі існує непорівна традиція вивчення тих подій, так, є континуїтет. Це з одного боку вельми добре, а з іншого боку, відворотний бок існування національної традиції, це вельми часто замацування певних історіографічних штампів. І тут можна два основні моменти вилучити, на мій погляд. По-перше, великий інтерес завжди викликали протягли публікації «Відома картина». «Відома картина» невідомого мистака, як я люблю казати. «Битва Подольща», вона доволі широко відома. У нас же візуальних сроків немає. Є цей екран, я бачу. Ну, добре. Напевно, многие коллеги не пам'ятають, що приблизно уявляються, так, що це за картина. Ось, вельми довго вона лишилася такою вельми докладною хроницею по Аршанській битві. Лічилося, що автор сам присутничав на полі, сам бачив цю подію, тому з великою докладністю передав многие деталі цієї події. Так, аж до доволі докладної передачі ландшафту, особливості ландшафту той місцевості, на якій битва відбулася. І, на мой погляд, польська історіографія в цьому сенсі потрапила, ну, як не сказати, потрапила у пастку, то вельми залежала, коли докладній, зараз це вже трошки змінюється, залежала від ось цього погляду на цю картину. З 30-х років, з міжвоєнного періоду, усталювалася думка про те, де відбулася битва. І з тої пори ось в польських працях, наукових, популярних, битва поміщається навіть у той місце, де вона була вперше поміщена у 30-х годах минулого століття. Так, ну, це, видать, по многих причинах потребує перегляду, ну, основно довго лічилося, що картина була намальована одразу після битви, потім зробили дендрохронологічний аналіз, тобто висвітлили узрост дошок, на якій картина була намальована. Оказалося, що ці дошки у ліпшому випадку стали дошками, перестали бути древом, стали дошками там, у 1525 році, так? Ну, а в горшому випадку там, увогуле у кінці 30-х. Ось тому картина, ну, як мінімум, раз 10 років повстала, ніяк не раніше, там, після битви. Отсюда всі проблеми зв'язані з тим, наскільки докладно все-таки там щось виявлено. Так, є шмат інших зауваг істориків, які глядели на те, що виявлено, там, зауважили, що многие жовнери там выявлены не боевым оденением, что так, парадным, турнирным там, и так далее. Ну, тому есть великие сомнения, насколько эта картина может быть такой вартой доверу границы по реконструкции ходу битвы. Ну, покулі польської історії. Так, апошній артикул польського історика Олександра Болтурова, він не друкований, але я мав машину з ним знайомитися. Він добре там аналізує навіть озброєння піхоти, він спеціаліст по історії піхоти того періоду. І він каже, що озброєння, яке там виявлено, яке несуть піхотники, це озброєння першої полови 16 століття. Тобто можна казати, що воно виявлено доволі
дакладна і сапраўды адлюстраваны рэальнасць. Так? Але зноў жа ён азначае, што занадта ідэалізавана, што занадта ў добрым узбраенні гэтай пехоты, што пісьмовыя крыніцы, которые регистрировали узброение ваяров в той час, яны региструюць зазвычай трошки горшае узбраенне, все ж таки, чым там выйдзе. Але яно рэальна. То бок мастак, відаць, ён гэта ўсё бачыў на ўласныя вочы, але не на поле бітвы, так, але дзесьці паза. Можа там версія, што он судзячы на трыумфе, так, у годах бітвы, там бачыў гэта там, дзе, безумоўна, ж ваяры ўжо былі зусім іншым рыштункам. Ну і другі момант, гэта агульнавядомыя лічбы, якія Алексей Лобин крытыкуе справядліва, колькасці войскаў Великага княства Літоўскага і Великага княства Маскоўскага, ну, адпаведна 30 ці 35 для польска-ліцвінскага боку, так, і 80 тысяч для маскоўскага боку. Ну, в принципе, по крыніцах відаць, як гэты лічбы ствараліся, так, як яны паўсталі. Яны паўсталі там в дыпламатычнай службе Жыгімонта Старога, які, дарэчы, вельмі добра скарыстаўся гэтай перамогай для прапаганды ў Еўропе. У гэтым плане дыпламатыя спрацавала вельмі добра. Так, гэтыя лічбы наўрад ці там могуць быць прызнаныя блізкімі наогул да рэальнасці. Так, ну і тут справа ў тым, што гэта было надта прыгожа і прывабна, так, суадносіны сіл. У крыніцах яны прапісаны, ну, зноў жа, у крыніцах яны былі свядома завышаныя, гэтыя лічбы. І нават калі ў 1965 годзе спецыялісты Інстытута ваеннай гісторыі ў Польшы выдавалі кароткі нарыс, зноў жа, у калектыўнай працы пра Рашанскую бітву, што сталася такім, ну, можна лічыць такім афіцыйнай пазіцыяй, так, у пэўным сэнсе, бо гэта даволі сур'ёзная інстытуцыя. Яны не сталі пераглядаць гэтую колькасць, і там таксама гэта было зафіксавана 30-80, ну, і гэтыя лічбы яны качуюць там з працы ў працу, перапісваюцца і гэтак далей. Вядома, што лічбы надта завышаныя, там, ну, і, дарэчы, польскія гістарыяграфіі, гісторыкі, які не пагаджаліся з гэтым, там паўстаў іншы гістарыяграфічны штамп, з'явіліся лічбы 25 тысяч для войска ВКЛ і 40 тысяч для войска маскоўскага. Цяжка зараз сказаць, адкуль яны ўзяліся дакладна гэтыя лічбы, можна толькі назваць публікацыю, дзе яны першымі былі названыя, незразумела на якой аснове. Але, зноў жа, суадносіны сіл былі сур'ёзна на баку маскоўскай дзяржавы. То бок, гэта падзея, перамога, такая бліскучая, такая вырашальная, поўнасцю разгромленае войска непрыяцеля. Гэта надта здорава, каб ад гэтага адмаўляцца. Таму і гістарыяграфія гэта робіць цяжкасць, так, прафесійная навука, і, ну, і тым болей ўжо, не кажучы, пра больш шырокі колы. Ну, трэба сказаць, што гэта вядомая тэндэнцыя завышэння страт непрыяцеля, завышэння сваіх, завышэння колькасці непрыяцеля сіл, памяншэння колькасці сваіх сіл і так далей, і так далей. Павелічэнне свядомае маштабаў падзеі, якая адбылася на твою карысць, так, і памяншэнне маштабаў, калі яна адбылася не на твою карысць. Усё гэта мы сустракаем пры вывучэнні многіх падзей, там можна звярнуцца да падзей Вялікай Адчыннай вайны, там, і так далей, дзе гэтых штампаў, міфаў, там, напэўна, як нідзе. Тое самае адбылося з Рашанскай бітвай. І якраз у сваёй монографіі Алексей Миколаевич спрабуе там рэальныя лічбы атрымаць, так, па колькасці войскаў. Ну, наколькі гэта атрымалася, проста я не хачу замест яго казаць, прычым, калі ён захоча, я сам пра гэта распавядзе. Я трошкі не згодны з методыкай падліку, так, бо калі па сілах Великага княства Літоўскага ёсць дакументы, да якіх мала звярталіся, па якіх можна прыблізна рэканструяваць колькасць войска. Гэта і дакументальныя крыніцы, дзе попісы наёмнай пехоты, наёмнай кавалерыі, так, указаны лічбы. Это былі афіцыйныя дакументы ўліку, яны заслухоўваюць высокага даверу, так, па іх можна рэканструяваць.
Что же тычется московского войска, то тут проблема. Мы не маем таких границ. Нам вельми мало на что опертися, как висвітлиться правильну кількість московського війська. Так? Ось шановний модератор Олег Дзернович, так, як він сказав, він скептик на конгретера, так, і махчима добрим місцем тут буде вогулі нічого не підбільшилось, так. Ось як Олексій сказав, відбулася битва, одні перемогли, інші програли, там, ну і, да, але історик, там, де не хапає границь, так, спробувати винести певний метод, спробувати придумати, яким чином можна висвітлити і докопатися до історичної істини. Так. Ну от, на цьому етапі, в принципі, я можу скончити свою виступ. Ну, Олесь криху сканализовал мою думку, потому что я не закликал так нигилистично в оголе относиться до спор реконструкции. Я просто сказал, что, конечно, мы николи до конца этой лишь бы не выведем, потому что 3 люди не решили целыми либо, разумеете, там были сотни, тысячи, десятки уже редкости. Але я казал, что вот гэты лічбы, які называются у наратыўных крыніцах, это лічбы вобразы. Прынамсі, яны маюць прапорцыі суадносін. Калі, скажем, заявляют, что у Горша было 8 тысяч московитов, ну, значно меньше литвинского и польского союзного войска, то прынамсі, я схильны доверять пропорции, что оно могло быть меньше. А про что отбавляться в колькости, ну, я бы так не закликал зусім. Теперь все правильно. Когда мы говорим про больше крутые подеи, конечно же, нельзя забываться на одну центральную фигуру этой истории, это великого гетмана, князя Константина Острожского. Я спробовал разуметь, где он был похован потом. Я верю, что он был похован в Успенском соборе, Киево-Печерской лавры. У другой половины 16-го столетия там был нарублен фантастичный в итальянском стиле, манеристичным надгробок из итальянского мармура, так само привезенного. Лёс поховал. Стались замальовки гравюры 19-го столетия. Лёс и похования, и собора трагичный. Падчас войны Другой сусветной, в час оккупации немецкой Киева, этот собор был знищен разом с могилой и надгробком князя Константина Острожского. Я спробовал разуметь, кто его подорвал, разные версии. И сегодня гуляют в украинской прессе, историографии, ранее списывался все на немцев. Теперь я часом состракаюсь, что нет, это было до отступления еще НКУС, ну, НКВД заминировало Успенский собор, а потом только его скористались немцы. И есть так, третья версия. Алина, я тут звертаюсь зараз до вас. Что вы нам скажете про похование князя Острожского? Тем больше я ведаю, что Острожские все ж таки культовый род, культовая фамилия для української історичної свідомості. Правда, здається, князь Константин Острожский не является такой центровой фигурой, так, в этом нарративе. Коли ласка, подаю слова Егору. Ну, действительно, существуют какие-то попытки сейчас создания некого национального пантеона, да, и даже признаком этого может служить, например, ну, не только как бы внимание медий к личности, к князьям Острожским, к их родовому гнезду Острогу, но и, например, что очень симптоматично, то, что существует, выпущена монета «Семья Острожских». Это уже очень показательно, поскольку как раз очень немногие исторические деятели удостоились такой чести. А там все очень формально, то есть на самом деле это монеты очень дорогие, значит, там ставится условно материал, в смысле 5 гривен, но, например, монета золотая, может быть, и так далее, то есть это вообще очень какая-то такая странная монета, да? Вот. Но нужно сказать, значит, одно это попытки создания национального пантеона, и то, что об Острожских знают ученые, как бы некая околонаучная среда, да, и с другой стороны, это вот то, что мы называем пересечными громадянами, то есть это рядовые украинцы,
насколько они осведомлены об этом. Нужно вообще сказать, значит, что как бы для Украины, в отличие от Беларуси, где вот этот период ВКЛ важен, интересен, вызывает споры, и, в общем-то, как бы каждому, я думаю, гражданину что-то об этом периоде известно, то на Украине, к сожалению, так сложилось, что можно даже сказать, что вот период литовский это такое средневековье в классическом понимании этого слова. То есть если мы вот обратимся вообще к генезису термина средневековья, то он же был создан гуманистами каким образом? Значит, что существует античность, это настоящая история, потом существует какой-то такой странный период провала исторического, и после этого наступает ренессанс, то есть возрождение античности. Вот. То есть всегда ассоциировалось средневековье, значит, какая-то такая эпоха темноты, невежества и так далее. То тоже примерно то же самое можно наблюдать и на Украине, поскольку существует вот такая наша античность, то есть это эпоха Киевской Руси, когда происходят действительно какие-то важные, интересные события. Потом, значит, Киевская Русь гибнет под ударами татарских полчищ, потом, значит, что-то происходит непонятное в истории, эта непонятность какая-то длится почти 300 лет, и потом, значит, приходит казачество, которое все берет в свои руки, возрождает традиции Киевской Руси, перебрасывает мостик к этой эпохе, и, значит, как бы дальнейшее развитие понятно. Значит, то есть казачество борется за национальные религиозные какие-то вот идеалы, да? И вот этот вот период, вот он как-то все время остается для общественного сознания каким-то потерянным, и в то же время даже и в научной литературе можно встретить, например, наш институт выпускал книгу, я, к сожалению, долгое время тогда, значит, как бы отсутствовала за рубежом, и делали книгу для, как мне это интересно, для российской аудитории. Был такой вот проект, значит, когда россияне делают нам учебник российской истории для украинской аудитории, а мы наоборот, как бы, то есть знакомим российскую аудиторию с украинской историей. И вот что характерно, значит, раздел, посвященный Киевской Руси и Литовскому периоду, он так и называется «Украина, упадок, расцвет и упадок». То есть, понятно, значит, расцвет – это Киевская Русь, а вот после этого начался упадок, и он длится до самого восстания Богдана Хмельницкого. Значит, таким образом, вот все персонажи этого периода, они не очень хорошо известны рядовому украинцу. И в том числе, если уже говорить о князьях острожских, то вот эта мифологизация и, значит, в то же время героизация, она касается в основном сына Константина Ивановича Острожского, который, значит, Василий, который тоже принял его имя Константин, вот, и который прославился как меценат, как создатель такого культурно-просветительского кружка, который произвел на свет Острожскую Библию, значит, как человек, выступавший против унии, то есть в этом качестве вот он и вошел в пантеон национальных, скажем так, вот, исторических героев. А Константин Иванович практически неизвестен, несмотря, значит, на то, что как бы внес достаточно существенный вклад и в историю Украины, и в историю Великого княжества Литовского. Что касается погребения, то нужно сказать, значит, что действительно он упокоился в Успенском соборе, как и многие, как бы, видные деятели истории, вплоть до Петра Могилы, скажем. Вот. Но тут немножечко можно поспорить относительно того, что это было за надгробие. Автором... Нет, ничего. Да, это было надгробие работы известного скульптора Себастьяна Чижика. Вот. Но действительно все, если мы посмотрим записки современников, путешественников, которые побывали в Киеве в XVI веке, действительно, они все знали, что одно из чудес Киева, условно говоря, да, наряду с Софийским собором, это бесспорно надгробие Константина Острожского в Успенском соборе. Но если мы посмотрим, даже сохранились не только гравюры, но и фотографии. То есть, ну, с точки зрения западноевропейской традиции, совершенно стандартное, в общем-то, надгробие. Понятно, что вот именно в Киеве таких подобных не было. Но если даже мы посмотрим на львовскую традицию, то там очень много, в общем-то, подобных произведений. Хотя в то же время, действительно, путешественники, которые бывали в Киеве, они пишут, да, прекрасное алебастровое белое надгробие. Вот. Но судьба действительно его оказалась, в общем-то, печальной, поскольку в 1941 году, когда намечался и произошел визит Тиса, маршала, он, то есть буквально, по-моему, минут
20-30, наверное, Это после... Словацкий, Словацкий, да. Президент Да. Бареничной Словакии под Под контролем Германии, да. То, значит, спустя не более получаса после визита в Успенский собор произошел действительно этот взрыв, который все уничтожил. И действительно это такая историческая контроверсия, кто же это сделал, потому что как бы изначально говорилось о варварстве фашистов, которые, значит, пошли на уничтожение этого собора. Потом уже была, значит, озвучена версия о том, что это действие партизан, и которая, очевидно, все-таки имеет больше права на существование именно с точки зрения вот этого визита, вот этой хронологии. А в то же время мы знаем, например, аналогичную ситуацию с уничтожением Крещатика. Когда взрывы на Крещатике после вступления фашистов, значит, тоже как бы интерпретировались как вот их проявление, их варварство, зверство и так далее. Но потом уже было все это доказано, что, в общем-то, это были радиоуправляемые мины, и существуют, например, известные фотографии, когда из тогдашнего музея Ленина, так, а в принципе это было первое здание, значит, там, где заседало украинское правительство в 1917 году, как выносят немцы вот эти радиоуправляемые мины, и в результате оно сохранилось, это здание. Вот. Ну, в то же время известно... Да, это документировано, потому что они это, то есть им кто-то об этом сообщил, и они вынесли, и поэтому, значит, это здание не погибло, в общем-то, хотя, понятно, там историческая ценность несопоставима с ценностью Успенского собора. Вот. И в то же время известны стали только, по-моему, в конце 90-х годов фотографии, которые сделаны с такого понтонного моста. Если кто представляет себе Киев, правый берег высокий, левый низкий. И вот, значит, как раз вот фотограф то ли случайно, то ли, не знаю, в силу каких обстоятельств, значит, он фотографировал вот этот вот правый высокий берег и зафиксировал именно сам момент вот этого взрыва. Но опять же, это тоже можно интерпретировать по-разному, значит, или как случайность, или якобы вот немцы знали и ждали, и фиксировали это, но это очень трудно сказать, в общем-то. Вот. Единственное, что можно, значит, о судьбе Успенского собора, вот он пролежал в руинах вплоть до 90-х годов, потом Киев охватила такая мания восстановления всего, что можно и, в общем-то, как считалось, нужно восстановить. Значит, поэтому был восстановлен, например, Михайловский Задоверхий собор, который был уничтожен в 30-е годы, представлялся абсолютно уникальный памятник, значит, и в свое время его уничтожили, сохранилась только часть мозаики и фресок была сохранена. Вот. И, значит, вслед за Михайловским был восстановлен Успенский, но совершенно вне всяких, значит, норм, скажем так, международных, да, то есть это просто бетонный такой новодел. Вот. И поэтому, значит, вот внутри, понятно, ничего как бы нет. Ну, иконостас и так далее. Но, вот как я уже сказала, что литовский период мало известен, битва на Орше вообще, я думаю, практически неизвестна на Украине. Но, тем не менее, в конце прошлого года уже появились некие инициативные группы, значит, различных там депутатов и так далее, которые стали обращаться к тогдашнему президенту Януковичу вот с идеей, что нужно все-таки, значит, отмечать 500-летие Варшавской битвы. И поскольку эти направлялись к нам, вот эти, значит, как бы на рецензирование все эти обращения, то мы, в свою очередь, написали о том, что понятно, значит, как бы, что нужно праздновать, но хорошо бы это празднование перевести в какое-то практическое русло и, например, восстановить надгробие Константину Острожскому в Успенском соборе. Это как раз было бы достойная плата, значит, как бы нашему далекому предку. Вот. Ну, это так немножко только. Серйозно, да, дякую, Олена. Сябри, я маю тут питання до наших прихильників. Ну, може бути, з вашого боку є які конкретне питання? Я могу участвовать в вопросе? Да. Так, ну, мы дадим одно слово з зали, так, дадим, і потім протягнем нашу сябровську розмову. Коляска, вы договариваете, да? Я не вижу. Там працюють докладно. Ну, треба натиснути. Посмотрим. У меня вопрос к Алексею Лупину, либо к истории лучше. Вот вы требуете корректности в титулатуре великого князя Владимирского и Московского, а сами эту корректность не считаете нужным соблюдать, когда его войска в Варшавской битве называются российскими. Как известно, Россия появилась на несколько столетий позже. Но это не будем заглубляться, это вопрос не потом.
2014 году есть план Ашанской битвы. Вы автор этого плана? Рисовал не я, но по моим... Рисовал не я, поскольку в графических редакторах я мало что понимаю, но составлено... Да, под моим наблюдением. Понятно. Составляя этот план, вы выезжали на местность, вы проводили полевые исследования, вы изучали местную микротопонимику, вы опрашивали местное население на предмет наличия или отсутствия мифов и преданий, которые могут быть связаны с событиями 500-летней давности. Без правды. Когда в 60-х годах встал вопрос о локализации литового побоища 1242 года, комплексная экспедиция историков, археологов, топографов, топонимистов и водолазов, аквалангистов работала 3 полевые сезона. Спасибо. И Себры, может быть, попросить самых представляться коллег, когда будете давать надали питання, называйтесь. Ну что, мы можем тогда Алексею передать слово? Ответить. Да, прошу. Ответить. Здравствуйте. Что касается термина «российские войска», я уже делал такую оговорку, я считаю, этот термин вполне приемлемый. Не обозначать же их московские войска по причине того, что, значит, противники должны быть вильнюсские войска. Или, да, есть самоназвание, да, есть самоназвание, и есть именование народа со стороны соседа. Ведь, говоря, что московского как такового государства не было. Да? Было российское государство, термин «Россия» вовсю упоминается в первой половине 16 столетия. И так же, как и всея Руси, это греческая калька с Руси. Поэтому оставляю вполне законное право именовать это так. Это то, что касается титулатуры. Да? Я не против, когда оппоненты именуют Великий князь Московский, Великий княжество Московское, это дань традиции историографической. Да? Но от российских историков, в частности, у нас была полемика с Михаилом Марковичем Кромом по этому поводу, вот, я старался указывать на вот такие вещи. Что касается выезда на, под Оршу, я под Оршу был после первой конференции в Минске, это было в 2009 году, когда вот у Андрея Янушкевича была. На обратном пути я заезжал, конечно, под Оршу, ходил по этому полю. Что касается изучения мифов, опрашивания, вы представляете, это дело целой экспедиции. Я работаю никем не финансируемый, то есть за свои, грубо говоря, деньги. Да? Я сам изучаю, потому что мне это интересно. Мифология мне менее интересна, чем реалии битвы. Что касается плана битвы и того, что под моим наблюдением делалось все в книге, в частности, составление схемы. Значит, я опирался на данные источников. Это, во-первых, карта с книг Гетманских Станислава Сарницкого второй половины 16 века. На указание в источниках о том, что до берегов Крапивны войск московское бежало на расстоянии 4 миль. Вот, на расстоянии 4 миль. Ну и современные технологии, в частности, Google карта, да, позволяет нам определить размеры этого Оршанского поля вплоть до квадратных километров. Вот. Ну и плавно возвращаясь к теме, которую высказали мои коллеги, отмечу, что, к сожалению, и в российской, и в белорусской историографии очень мало места удается военной логистике. Это вот такое научное направление, которое широко развито во Франции, в Англии, в Америке.
но очень слабо выражено, к сожалению, в историографии Восточной Европы. Что такое военная логистика? Это изучение многих аспектов, как начиная от военных потенциалов, да, и заканчивая расчета того, сколько потребляет сухих веществ в сутки лошадь, сколько потребляет сухих веществ в сутки человек, сколько требуется тоннажа с учетом вес телег, вместимости бочек и так далее. И также эта военная логистика включает в себя расчет, сколько по фронту вмещается конных воинов, к примеру. Для примера скажу, 1000 воинов построено в одну шеренгу на пересеченном поле. Аршанское поле это пересеченное, это как указывается в источниках, да, там есть ельники, овраги, и как нам написано в источниках, место пришло тесно. А в каком источнике? У Стрелковского? Нет, это написано и в российских источниках. Стрелковский все-таки поздний источник. Давайте опираться на акта Домициана, на письма, переписку, эпистолярное наследие, собранное Станиславом Узким, который являлся канцлером, да, королевы Бонусфорца. Вот. И эти данные перекликаются с данными Мацея Джелецкого, вот, которые сейчас в библиотеке Егелонской хранятся. Вот. Так вот, для примера, значит, 1000 воинов, конных воинов, согласно военным трактатам конца XVI века, более ранее у меня нет сведений, но поскольку мы можем брать за основу, значит, один всадник по фронту занимал площадь 3 геометрических шага, и 1000 воинов, построено в одну шеренгу на пересеченной местности, занимает метраж до 6 километров. Ну, это к примеру, да? С учетом того, что войска строились, разделенные на хоругви, там, на роты, да? как польско-литовские войска, так и российские войска строились по территориальному принципу. Да, даже полки делились на служилые города, служилые корпорации, там костромичи отдельно от каширян, коломняне там отдельно от рязанцев. Они строились тоже по хоругвям, по сотням, да, во главе сотенных голов. Да? Вот. И мы можем, скажем так, и если говорить о первой методике, примерно рассчитать, сколько, ну, условно могло вместиться. Это раз. Вторая методика, о которой здесь упоминалась, касалась подсчета, сколько у каждого воевода могло быть подчинение сотенных голов. Разрядные книги — замечательный источник, да, по военной истории, по комплектации русского войска XVI века. Правда, начиная от 1530-х, 40-х, 50-х, 60-х, 70-х годов, показывает, сколько сотенных голов было в подчинении у каждого воеводы. Максимум 4-5 сотенных голов. Большим количеством нереально руководить, ну, да, даже по современным меркам. Да? Каждая сотня, это весьма условное название, могла насчитывать от 60 воинов, это опять-таки по разрядным книгам конных воинов, до 185, но округляя до 80, до 200, да? То вот такой разброс сотни мог быть. Да. Вот, ну, я и знаю, сколько воевод принимало участие в Аршанском битве, можно по второй методике рассчитать примерное количество. Да? Третья методика основана на способности служилых городов. Сейчас она прошла новую редакцию. Вот мы выпустили совместно с Михаилом Бенцановым
Ну вот с Александром Казаков, наверное, знаком с этой статьей, да. Методика, касаясь именно подсчета количества, сколько выставляют служебных города, с учетом того, что по спискам литовских пленных, по спискам русских пленных литовской метрики насчитывалось до 173 человек. Мы, изучив актовый материал Песцовой книги и другие источники, выяснили, что такое количество можно довести до 200 человек. Да? С учетом того, что в белорусско-литовских летописях содержатся данные о 380 захваченных пленных детей боярских, вот это количество 200 пленных можно рассчитывать как своего рода выборку с социологической точки зрения. С учетом разгрома всех оперативных полков русской армии, отступления, бегства, точнее, к реке Крапивны, пленение большинство воевод, как передового, так большого, так полков левой и правой руки, вот, произошло смешение, да, паника, войско бежало, захватили тех пленных, которые бежали в сторону Крапивны. Так вот, количество пленных можно рассматривать как некую выборку с психологической точки зрения, да, 200 человек выборка. Так вот, более 33% из них составляют новгородцы, к примеру. Да? Мы выяснили по фамильным прозвищам, по происхождению, по пометам в списках литовской метрики. Более 33% это новгородцы. Количество новгородцев мы можем посчитать. Дело в том, что сохранились с Песцовой книги. Песцовая книга «Водская пятина» 1500 года, книга денежной раздачи, она чуть деревская пятина, есть данные некоторые по Шелонской пятины. И общее количество новгородских помещиков первой трети XVI века составляет около 2100, около 2200 человек с огромной новгородской территорией. Вот, могло быть столько помещиков. Эти данные соприкасаются с вычислениями известного историка Степана Борисовича Веселовского. Мы пришли к такому числу независимо от него. У него были другие данные. Да? Мы пришли на основании изучения именно Песцовых книг. То есть данные похожи. Для примера, да, огромная новгородская земля выставляла 2100-2200 помещиков, то есть вооруженных людей. Да? Когда Иван III проводил реформы по переселению московских чинов в завоеванную новгородскую землю и переселение новгородских бояр, наоборот, в московские земли, столкнулись с такой ситуацией, что из 1380 человек, переселенных на новгородские земли, поместье казалось значительно больше. Поэтому 380 боярских слуг стали наделять поместьями, то есть дали им права помещиков. Это показывает нам как раз нехватку помещиков в Новгородчине в первой трети 16 столетия. Вот. Но помещик не шел один на войну. Вот. Что касается боевых слуг, да, мы отказываемся от термина «боевые холопы», это историографический советский термин «боевой слуга». Мы недавно, год назад, организовали, ну, в частности, я, как ответственный редактор научного журнала «История по военной истории», он сейчас доступен в онлайне, milhis.info, да, организовали большую дискуссию с привлечением всех известных военных историков по войску Ивана Грозного. Да? Множество мы собрали историков, каждый из которых изучал и командный состав, и вооружение, численность помещиков и количество боевых слуг. Один из таких
ярких историков, который занимался, ну, лет 10 он занимался именно изучением боярских слуг детей боярских. Вот, вводит пропорцию, и я с ним согласен, и могу это доказать по писанным книгам, на одного помещика в среднем приходился максимум 1 боевой слуга. Ранние дореволюционные исследования насчитывали до 3 боевых слуг, но эти данные весьма не верны. Это также я могу доказать. Я не буду сейчас на доказательной базе останавливаться, если захотите, я продолжу. Вот. И в целом, что мы видим? Мы видим битву, крупную битву, да, пожалуй, самую крупную битву XVI века, полевую битву. Для русского войска это была также крупная битва, которая неожиданно повлекла огромные потери среди командного состава. Никогда более в таком количестве командный состав в плен не попадал. Вот. Но в целом говорить о том, что российское государство лишилось военной инициативы, это не так. 1515 год следующий показал, что российское государство удерживает военную инициативу и по-прежнему наносит первыми удары вплоть до заключения перемирия в 1522 году. И мы с вами, собственно, видим битву тактического характера, повлекшие с собой какие-то тактические последствия, но не стратегические последствия. По сравнению с той же Ветрущей 1500 года или по сравнению с битвой при Полонке 1660 года, которая как раз являлась стратегической победой объединенных польско-литовских войск, битва под Оршей никак не является тактической. Очень много вот таких мифов, стереотипов вокруг этой битвы есть. Ну и в заключение я хотел бы сказать, что я, конечно, поддерживаю проведение конференций, дискуссий, круглых столов, семинаров по Оршанской битве. Но пока я не понимаю, в чем причина празднования этой битвы. Почему ее надо праздновать, я понятен. Ага. Ну супер. Якраз, видите, у меня было одно питання до всіх учасників нашої дискусії, такого історичного кшталту. Я хотів запитати у вас, шановні колеги, ви представляєте 3 різні країни, 3 народи братські. Скажіть, будь ласка, як ви міркуєте, чи можливо, в принципі, чи слушно давати національне прочитання этой події, так, і чи заслуговує вона того, як була днем військової слави. Ну і викажіть, будь ласка, з позиції своїх країн. Ну і, може бути, нам було б цікаво почути ваше міркування относно цікавості дати цієї битви у Білорусі. Хоч колега Олексій вже трохи, навіть, я спочатку Олег давав. Ну, если говорить, например, о национальном прочтении битвы на Орше в отношении Украины, говорить, да? То такого национального прочтения не существует, поскольку я жила в украинской историографии, этот вопрос практически не поднимался, разве что в общем ключе. И вообще, вот, не следует забывать, например, что, ну, скажем так, битва на Орше прямого отношения к украинской истории не имеет. Но она представляет собой один из ключевых моментов войны 1522 годов, которая в свою очередь была одной из череды московско-литовских
войн начала 16 столетия, в основе которых была, в общем-то, борьба за Северскую землю, которая, в свою очередь, в основном, ну, скажем так, совпадает с украинскими этническими территориями. Правда, термин «Северская земля» он такой специфический, то есть он не отвечает нашим географическим представлениям и покрывал очень обширную территорию, которая в настоящее время распределена, скажем так, между тремя государствами. То есть, с одной стороны, это бесспорно Украина, это Путивль, Чернигов, Новгород-Северский, а с другой стороны, это Гомель, который, безусловно, считался северским городом, и, например, это Брянск, российский, который тоже считался российским городом. Значит, вот эта территория, она вплоть до конца 15 столетия входила в состав Великого княжества Литовского, но потом происходит вот переориентация внешнеполитического курса Ивана III, и в результате войны 1500-1503 годов, значит, эта территория отрывается от ВКЛ, и уже, значит, хотя потеря временной, но это все временно растягивается на достаточно большие промежутки времени, то есть отвоевать эти территории не удалось. Хотя вот эта идея реванша была в основе вот этих вот последующих войн 507-508, 12-22 и уже последние в череде в Стародубской войне. Но войны эти для, скажем так, даже для исторической мысли, в общем-то, они на Украине не существуют, они забыты. И вот, например, то есть в Беларуси празднуется 500-летний юбилей, ну, отмечается, по крайней мере, да? Да, общественностью Беларуси отмечается 500-летний юбилей битвы на Орше, но, например, для Украины весьма существенно были бы, например, скажем так, если бы, ну, скажем так, общественное сознание реагировало на вот такие вот вещи, да? Были бы юбилеи, например, в той же войне 500-го, 503-го, 507-го, 508-го годов. У нас эти все события абсолютно не замечены. Например, так как даже не замечено и восстание Глинского, которое органически вписывается в контекст войны 507-го, 508-го годов. Вот. Ну и я уже сегодня имела возможность пошутить, не знаю, насколько удачно, что если бы такие события вспоминались и отмечались, возможно, мы, значит, как бы оказались готовыми к неким реалиям сегодняшнего дня. Поскольку война 500-503 годов, если, значит, обратиться к контексту, то, в принципе, она велась Иваном III под лозунгом защиты интересов православных, которые якобы в ВКЛ всячески нарушались, особенно их конфессиональные права и так далее. То есть мы видим через 500 лет практически такие же общества. И опять же, вспомним, такой термин был применительно к 90-м годам 15-го столетия «странная война». Его применял Зимин. Вот к этой пограничной войне, когда война вроде бы и не объявлялась, а тем не менее она велась. Если мы посмотрим на современный контекст, абсолютно то же самое. То есть к нам приходят на помощь из Москвы и говорят, мы защитим права русскоязычного населения, которые якобы нарушаются. И в то же время мы имеем вот эту странную войну. То есть она как бы и не объявлена, а в то же время ведется. То есть, может быть, если бы, значит, вот эти вот вещи вспоминались, то некоторые события не стали бы такими неожиданными, как вот они сейчас для всей нашей украинской общественности стали. То есть, может быть, иногда нужно какие-то вещи, если не праздновать, то хотя бы вспоминать, хотя бы, как бы, чтобы уроки истории хоть чему-то кому-то учили. Алексей, я хотел вспомнить один сюжет. В Шотландии есть очень много мест памяти битв с английскими войсками. И причем не только победоносных. Там шотландцы проиграли. Там регулярно устраивается, ну, как бы это у нас назвали народное гуляние. Там люди выпивают пиво. То есть, в сознании шотландской эти места битв существуют. Вот, продолжая эту самую тему, хотел спросить у вас, как вы, например, с точки зрения российского, петербургского историка, оцениваете саму, например, традицию бардовских фестивалей, которые существовала и существует на месте битвы Оршанской? Что касается традиций бардовских фестивалей, то я всячески приветствую, я за музыку, за культуру, тем более, что песни о Оршанской битве имели место быть, да, по
Поэтому проведение подобных фестивалей, в принципе, я не против. Но хочу сказать одну вещь. Не секрет, что с 90-х годов битва подошвы имела ярко национальный, я бы сказал, антироссийский характер. Давайте говорить прямо, да? С 90-х годов шла определенная трактовка этой битвы, да? Мы разбили Москалей, спасибо деду за победу. Да, вот, и неоднократно такие вещи звучали, и такие вещи даже публиковали профессиональные историки. Не буду называть фамилии, да, но отмечу, да, празднование битвы с 90-х годов имело яркий такой антироссийский характер, да. Честно говоря, я бы вот, что касается отмечаний, вот, не празднования, а отмечаний вот таких круглых дат, я бы, может быть, предложил бы, допустим, посвящать конференции, допустим, взятию Смоленской битвы подошв, да, объединять вещи. Что касается российской стороны, то вот была такая битва под Ведрушью, да, 1500 года. Кстати говоря, имевшая большие стратегические последствия. Это признавал и имперский посол Сигизмунд Гильберштейн, да и мы знаем по итогам войны. Какие? Что? Какие последствия? Потери земель. Потери земель. Дорогобуж они взяли все. А все остальное до этого было. Ну хорошо, да, а может быть, сябры нашого скончать свой спич. Потім я вже фіксую питання, які поступають в зал. І ще ж треба... Ну я тогда закончу мысль, да? Что касается празднований и гуляний, здесь я, честно говоря, не как историк, могу сказать, просто вот как человек, подданный Российской Федерации, да, как будто я не особо приветствовал, потому что, ну, битва тактического характера, вот не видел аргументов, что праздновать, я не могу до сих пор понять. Значить, зараз викажеться Олесь, має що сказати, компактно, так? Потім я вже почав фіксувати питання, і тому ми наступно говорили свої пісні, і далі хотів виказатися аудиторія. Дякую. Ну, перед тем, как просто я хотел бы прокомментировать вслед за тем, что сказал уважаемый Алексей о методике подсчета войск и так далее. То есть он свою мысль не закончил, поэтому я хочу вопрос задать. В вашей монографии вы обозначили приблизительную численность московских войск в Варшавской битве как 11-14 тысяч. На сегодняшний день не поддерживаете эти цифры или вы немножко пересмотрели? В свете новых исследований я напомню, что с 2011 года я обкатывал свои вот эти предложенные методики на конференциях, да, в Минске, в Могилеве, в Москве, в Петербурге, да. Конечно, появились замечания коллег, которых я кое-какие учитывал, конечно, кое-какие нет. Организовали мы и дискуссии, да, в которых участвовал и Михаил Маркович Кром, Александр Филюшкин, Брандес и другие специалисты. Мы это все обсуждали. Я готов на самом деле в настоящее время с корректировками говорить все-таки о меньшей численности, как еще и польско-литовских войск в свете вышедшей монографии Александра Болдырева, и польско-литовских войск, и русских войск. Ну, где-то предел 10-11 тысяч. Вот. Опять-таки готов это доказать, не только доказать, готов представить аргументы. Спасибо. Ну и тогда я выскажу свою критику относительно вот этих методов подсчета, которые вы описали кратко, но я также кратко постараюсь выступить. То есть отталкиваться от реестра пленных, московских пленных в литовской метрике, которых 173 человека Оршанской битвы, на самом деле с обозначением места, откуда они, там еще меньше. Я, к сожалению, не помню точные цифры, но это меньше половины. То есть мы имеем всего лишь несколько десятков человек, о которых известно, откуда они. То есть и выборка достаточно хлипкая, достаточно мала для того, чтобы
Да. Вы выявили происхождение практически каждого пленника. Да. В последней вашей статье, кстати, ну, практически каждого не видно. Ну, там число это, получается, увеличивается, да? Но дело в том, что, опять же, это имеет значение, да, когда вы говорите о том, что вот помещики Северо-Запада среди пленных составляют какой-то определенный процент, а можно посчитать, сколько их было, да, соответственно, вывести общее количество войска, исходя из этих цифр. На мой взгляд, опять же, у нас нет гарантии того, что эта выборка именно отражает реальное соотношение. То есть очень сильно это зависит от локализации битвы, от того, как она происходила, да? Кто больше в плен попал, да? Кто меньше в плен попал, то есть какие полки, да? Из каких-то территорий собранных, да? То есть это, опять же, мы можем нарисовать сценарии, по которым, допустим, мы можем объяснить, почему именно новгородцы больше в плен попали, да, а другие меньше. Поэтому, соответственно, в этой выборке их оказалось там больше или меньше, допустим. То есть, что касается вообще использования реестров пленных, да, то надо сказать, что в реестры зафиксированы очень немногие, поскольку если мы будем отталкиваться от общих цифр пленных, которые называются в карантинных источниках, да, то есть это несколько сотен человек, но опять же, это по многим-многим аргументам видно, что это только та часть, которая попала в руки именно, ну, можно сказать, были пленниками государства, да, или в данном случае, получается, великого князя Литовского и короля Польского, да, и какое количество пленных было роздано шляхте, какое количество пленных увели с собой наемники, то есть какое количество из них попало в Польшу. То есть оно вообще никак не зафиксировано, то есть мы можем только предполагать. То есть я полагаю, что то, что отражено в литовской метрике, это лишь вершина айсберга тех пленников, которые там могли быть. Но опять же могли, то есть подчеркиваю. Да. Вот. Ну и вот эти вот все приемы военной логистики, то есть это безусловно очень важно. Это нужно учитывать. Недостаток, который мы подчеркнули, недостаток историографии, он существенен. Вот. Но это, опять же, все упирается в проблему локализации битвы. На сегодняшний день существует 5 вариантов ее локализации. То есть я не вижу пока серьезных аргументов в пользу одного из них. У меня есть там собственные соображения на этот счет, которые я изложил в статье, которая скоро выйдет. Ну и, в общем, по всем этим аргументам можно заключить, что да, конечно же, никаких 80 тысяч там не было, да, с московской стороны. То есть цифра, безусловно, завышена. Да, но вопрос о количестве московских войск остается, и, в общем, сейчас я бы, например, просто был бы не готов какое-то даже приблизительное число это назвать. Спасибо. Ну, сябры, дякую за ваши выказывания, за ваши реплики. Хотел бы сказать вяліка нашай дыскусіі ў зале, што сапраўды вакол гэтай падзеі ёсць так шмат спецыфічных і крыцазнаўчых і дзяржавічных пытанняў, якія мы не вырашылі сёння на канферэнцыі, а ці вырашым і тут, за гэтым хістрым сталом, правда? Але мы не мусім забывацца, што у нас ёсць слухачы, і у меня уже поступило некалькі заявак на слова. І першым я бачу здавал руку Андрей Казакевич. Калі ласка, переходим теперь у режим отказа пытания. На кнопку натиснуть треба. Зелененький там загорится. Нет. О, все, спасибо. Ну так, я не историк, а представник социальных дисциплин. Мне зачерпила вот эта идея с выборкой, потому что Максим это не зловил, але ее стосково великой колькость доследования там деколи может быть заявляется нечто выборки цене, но например, массовых там, ну, подобные такие массовые потери. И могу сказать, что ну, и так доходит, да, и сходит с того, что пленные, то есть выборка такое, как было войско, то, ну,
абсолютной большинстве выпадков это не так. То есть, скажем, да, вероятность того, что это сапраўды адлюстроўвае реальный склад войска, калі няма нейкіх дадатковых крытэрыяў, нейкіх дадатковых фактаў на гэты конт. Но яна мінімальная, да, того, калі мы кажем про то, як лічыцца, напрыклад, там выборка сацыялогіі, як выглядаць там верагоднасць адекватнасці той ці іншай мадэлі, там сацыяльнай структуры і так далее. Тому, скажем так, сам подається так крихку натяг, тому що такі знати шмат було випадкових такого факторів, да, і в принципі, звичайно, все-таки там, асиметрії, серйозні існують у таких випадках. Но Олег это знову, може я просто деталей не ведаю и не могу там адекватно сказать. А что лічиться от питання про святкування? Просто сегодня вот был мой доклад, в принципе, практично про это, да? И мне вдається тут досково все просто. Для білоруського громадства, особливо його учасників, існує запотребування. По-перше, да, була ніяка військова подія, перший факт, да? Другий, вона була яким чином зв'язана з історією ВКЛ. І третє, вона певним чином відрознювала Білорусь від Росії. Питання тут, звісно, не мусить ставитися як антиросійське. Скажімо так, святкування погроду для так само не виросли які антинімецькі чи там і так далі. Але просто, скажімо, три такі критерії, вони не співажні, да? Я скажу так, для білоруського громадства. От колькі можна прапанаваць альтэрнатыву Аршанскай бітве? Вот калі мы зыходзім з гэтых крытэрый, то больш вы самі сказалі, што гэтых бітваў там было не так і шмат, а больш тых, якія так ці інакш былі прызнаны вялікімі бітвамі. Пытанне до кого? До Алексея Лудина? Так, скажем, калі там Варшанскую, то что еще можно пропагать белорусам? Вот так. Если не Орша, то что? Отмечу, что чисто белорусских побед в истории 16-17 веков мы, пожалуй, не найдем. Мы найдем победы, которые одержаны во время, в период войн России и Великого княжества Литовского. В частности, могу указать на упоминаемую мной битву при Полонке. Битву при Полонке, в котором войска Ивана Хованского были разгромлены, фактически означали собой отказ от наступления даже на Варшаву и последующая череда поражений российского войска свела все к тому, что Белая Русь по Андрусовскому перемирию 1667 года фактически была потеряна, да? Левобережная Украина была присоединена, да? Но пришлось отказаться от такого большого куска. Кроме того, битва при Полонке в итоге привела к тому, что Вильну пришлось оставить, да, Вильна, гарнизон князя Данила Мышецкого пал в 1661 году, да, то есть здесь явно битва стратегического характера. Но опять-таки мы говорим о научном изучении либо о праздновании. Я вот все-таки не понял, что, зачем праздновать. Да? Я уже говорил, что на постсоветском пространстве и россияне, и украинцы, и белорусы, да, много общего, много было войн, да, праздновать победы в войне, которая когда-то была, ну, это все-таки немножко, не то что злить соседа, да, я просто приведу пример, да. Взятие Казани 1552 года войсками Ивана Грозного, да? Отмечается это в России присоединение Казанского ханства? Нет, да? Нет.
это отмечается как некоторыми общественными организациями, о чем я и говорил, на государственном уровне и на уровне научном это не отмечается. И фестивалей бардовских песен там тоже нет. Так что, Андрей, вы маете что-то додать, а вы лічите, что у нас еще шмат голосов и рук? Можно так, конечно, не церковать церемонии, да? Но так робят все. Микрофон. У России так само церемонии, если... Чому білорусам, чому білоруси можуть бути тут виключенням, да? Тобто литовці святкують, поляки святкують, русські святкують, українці святкують. Все. А для белорусов как бы, ну, не как битву можно было святкувати. Андрей, я бы сказал, что палитра может быть богатейшая. Не обов'язково вживати слово святкувати, а може існувати вместо памяти. Пам'ятати, що тут відбулася серйозна подія, що тут полегли, люди заводять вопрос. Я розумію. Я просто про то, что народу треба не святкувати. То, що це виступає за лівою. Я розумію, такі інструментальні. Так, сябри, я мушу брати у свої руки владу, иначе мы не укладимся за всю программу. Мы маем отмечать, правда, Алексей, 2 години, так? Так, ясно. Андрей Нушкевич был наступным. Прошу пам'ятати, сябри, что просьба компактна. Коли питання, то питання. Ну, я сподівався на то, что господину Алексею Логину придется обороняться в нерусском городе Минске. Просто, ведаете, тоді повстає таке питання, а чому в Росії святкується Куликовская битва, так? Я хочу нагадать, что раз 2 года после Куликовской битвы Тохтамыш, спаливая Москву, татаро-монгольское ярмо и 6 год и так далее. Это значит, что коли мы навод применьшаем, или на Самправде у Аршанской битве было не 80 тысяч человек, а там 11-14, так? От самого факта перемоги никуда не зойдешь. І плюс, поглядите, ще вельми важный той ефект, який дає битва потім. У пропаганді, а Аршанська битва, як ви ведаєте, у пропагандистський ефект мала вельми великий. Слава об Йові одразу пронеслася по всій Європі. Так до этого приклали руку політики, ідеологи і так далі, але це факт. Але ще вельми важний факт той, що Аршанская битва одразу ж отклалася у памяти элиты Великого княжества. И вельми важно, что у памяти народа, політичного народа Великого княжества Литовского, яким був шляхта. Я могу привести тут безліч прикладів. Прикладом, коли была Ульская битва про 50 год, и у войска Василия Серебряного захопили обоз, так, то у границы было прямо на вопрос написано, что этот обоз был нашмат больше великше, чем было взято при памятной Аршанской битве. Разумеется, тому так, сегодня прошло уже 500 год, але сам этот факт застається подставой Аршанская битва для национального, или хочется коллективного гонору белорусов. Ну и еще один момент, який хотел бы засеродить увагу, ну, меня это все же здивляло, докладнее умиляло. Вот эта позиция российских коллег, что ну, ты можешь займать антипольскую позицию, ну, коли казать про военную позицию, антинемецкую, коли мы будем казать про крыжаков, так? На вот антилитовскую, бо они там, напевно, розмовляють на некой незрозумілій мові, так? Але вот антироссийскую, не, это нельзя. Вы что, братья славяне, ну как так можно? Я просто хочу сказать, что давайте мы, историки, спокойно относятся до подій. Так, это была битва поміж Великим княжеством Литовским, Польщей з одного боку і Росією. Это факт. І не треба одразу використовувати це в яких політичних метах і так далі.
Гэта таксама, што, я думаю, зараз не з'яўляецца Бромвардская бітва нагодай для варажнечы паміж немцамі і палякамі, так? І гэтых далей. Таму, ведаеце, мы павінны прайсці пэўную эвалюцыю, што гэта гістарычная падзея, якая вартая вывучэння, якая не павінна быць падставай для нейкай такой нацыянальнай варажнечы. Але ад самого факта, што гэта падзея пакінула вельмі выдатны след у гісторыі і ў гістарычнай памяці некалькіх народаў, і таму гэта з'яўляецца падставай для святкавання. Я буду выкарыстоўваць гэта слово. Давайте з гэтым все-таки... Зрозумела, Андрей, добрый, дякую. Ну, это было не питание, это был не вопрос, это была реплика. Пару предложений. Ну, если пару предложений. Значит, еще раз, я против празднования гуляния на костях, это раз. Что касается российских новоучрежденных праздников, типа 4 ноября, я категорически против этого праздника, о чем я уже заявлял, да? Давайте организовать действительно места памяти, давайте организовать конференции, да? Но дело в том, что вот такие празднования, они дают определенный эффект определенной национально озабоченной части общества. Всегда. Вот. Хотим этого нет, это всегда будет. Вот. А по поводу проведения конференции, давайте, пожалуйста. Принаймні, ми повинні, я думаю, сьогодні наші слухачі цініть то, що Алексей вельми конкретно и выразно артикулирует свою позицию. Это для нас не важно. Да, вы давно уже просили слово, одразу, тому я не могу вам не дать. Но это будет короткое питание, так? Чи это будет реплика? Не, тогда давайте домовимся. Это что-то будет короткое. Реплика. Можна сутність діяльність? Ну, это необходимо. У мене було питання ще ось на початку конференції при докладі господара Андрея Козакевича. І я бачу зараз, що воно до цього часу актуальне. Мені питання про роль особи в історії, я не ведаю, там частку я пропустила, ці розмовляли про Константина Ивановича Острожского, в приватности про то, что ён все-таки з'являвся православным человеком, не просто православным, и, может быть, его ушановывали в православной церкве, так ушановывают ягоного сына Константина Василия Острожского, ліпні бітва пад Воршай. Увогуле, для мяне асабіста святкаванне бітвы пад Воршай менавіта звязана з ягонай асобай. Як вы ведаеце, там ёсць легенда, не легенда про тое, што ён там абяцаў Богу і выканаў сваё абяцанне аддаць, будаваць церкву. Ну, питання вот про чому не розглядається менавіта гэты аспект роли особы Константина Ивановича Острожского и то, что вот ну, видите, это можно сказать, что сегодня на конференции не прозвучало имя славного князя. Я только крышечку, вот, когда за Леной мы размовляли, пригадали место его похования. Ну, окей, мы принимаем это как ваш доклад. Значит, Едеминус, так? Едеминус Месматис, просим. Два слова. На конференции прозвучало предложение, вот почему бы, значит, Суворовские училища в Беларуси не переименовать в честь Константина Острожского. То я хочу ситуацию украинская такая, то у нас тоже же были Суворовские училища, но они переименованы в честь Гетмана Сагайдачного. И это говорит опять же о том, какое большое место занимает в национальном сознании казацкое прошлое и какое малое место занимает литовское. Я даю слова Лавицкому. Олег, а я подтверждаю вас. Так, я постараюсь воспротив дискуссию, более научное такое русло. И вопрос, как Андрею, так и Александру. Вопрос был бы такой, насколько в поле битвы каждый из вождей знал, сколько было войска у противника. Почему я это спрашиваю? Для меня интересно было
бы узнать, существовало ли знание количества войска перед битвой. То сегодня говорила, что там кто-то были свидетели. То это там вроде бы Гельберштейн был, но, откровенно говоря, я не представляю, как человек, какие должны быть у человека возможности, который не знающий, не имеющий службы разведки, мог бы ориентироваться, что происходит, имея в виду, что у нас не футбольное поле. У нас местность, где существуют деревья, где существуют другие люди. То есть, значит, человек, который бы видел общий план, он должен был быть на какой-то высоте. То есть вопрос методологический, говоря про величину войска, не ищем мы информацию, которая реально не существовала. Спасибо. Да, хорошо, постараюсь коротко ответить. О том, как работала разведка именно в Варшавской кампании, именно военная разведка, у меня нет таких сведений, да, но по тем фактам, которые нам известны, мы можем говорить о том, что противоборствующие стороны достаточно неплохо знали, ну, насколько это было возможно, опять же, допустим, просто о количестве войска, да, которое им противостояло. То есть, понятно, что здесь какая-то погрешность всегда может быть достаточно существенная, да? Но я думаю, что шпионские сети существовали, и это не было проблемой. Ну, не знаю, может быть, с Алексеем меня поправит. Да, несомненно, агенты были. Кроме того, по крайней мере, вот по поводу разведки российских войск, я могу точно сказать, что работала разведка, которая выясняла количество конных следов на Сакмах, по крайней мере, на татарском направлении мы точно знаем, есть в разрядах данные о том, что сметили на Сакмах следы нагайских коней, а ведомо 10 тысяч, а сколько вот людей не ясно, поскольку понятно, что татарин имел с собой запасных лошадей. Ну, тем не менее, вот так вот представляли. Со времени движения польско-литовского войска с 28 августа на Друзские поля русский корпус Михаила Голицына-Булгакова стал отходить. Понятно, что какие-то стычки, скажем так, с современными словами, разведгрупп были, да, и корпус Булгакова-Голицы шел на соединение, отступал на соединение с корпусом Череднина, да. Что касается польско-литовских войск, то мы знаем такой случай, как письма Глинского Сигизмунду, да? Впоследствии мы знаем, Глинский был схвачен за то, что ссылался Сигизмундом, он стоял под Оршей и наверняка, возможно, и сообщал Сигизмунду о количестве, о численности русских корпусов у Орши. Коллега Плавинский просил. Але именно это конкретное питание, да? Да. Чи реплика это будет? Ну, это, скорее всего, реплика будет. А это то стисное. Добро. Я голос. Вот, на самом деле, я сюда шел и представлял примерно, как все должно произойти. Так как военной историей в Беларуси фактически никто не занимается, то дискутировать с Алексеем по вопросам, собственно говоря, военной логистики, хода боевых действий и так далее, у нас не было. Но получилось все-таки все, как должно было быть. Вначале разговор о боевых действиях, а потом все-таки все свелось к идеологии и национальным вопросам. Причем свел это именно Алексей, как ни странно. Вот просто интересный момент, что пока разговор ведется в научном русле, все красиво, но дальше все превращается в два племени папуасов, которые один другой пытаются съесть. Конечно, российское племя намного больше нашего, да, и вопрос об опасности национальных каких-то элементов в случае с Беларусью или там даже с Украиной, по-моему, не встает. Но в данном случае, ведь тут же местных папуасов больше могут и съесть. Вот такая от военного леса. Но для справедливости мушу зазначить, что такое публицистичное влучание проблемы было зададено организаторами нашей конференции, потому что
географічних читаний на уровне национальной артиллерии, это было закладено одразу. Просто есть момент именно вопроса обсуждения любой научной проблемы в русле формирования национальной историографии и национального исторического мифа, а есть обсуждение, собственно говоря, мифов между собой. Вот. И тут всегда все почему-то у нас сводится именно к... У вас вели высокие до нас потребования, мы тут как бы не справились с такими критериями. Пани Дарина Конопадская, вы уже просили, Как вы меня называете? Дарина, нет? Меня зовут Светлана Чемпионова. Сори, я значит все продумал. Окей. Очень приятно, что вы не первый раз знаете участников конференции. Я по поводу ведения конференции, дискуссии. Почему же пытание? Это дискуссия. Позвольте говорить о том, что мы думаем. Я бы хотела задать вопрос, я даже задавала его о Крыме, о крымской аналогии, но докладчик не помнит заданных ему вопросов, поэтому у меня вопросов нет. Я хочу высказаться по поводу главной проблемы сегодняшнего дня. Ввозить проблему Орше в чисто историческое поле военной логистики, источников можно, но не для этого. Простите, приехал сюда Алексей, и не для этого написал он свою книгу. Перед нами чистейшая политика. Политика, опрокинутая в прошлое. Политика, призванная оправдать империю. Единственное, за что я благодарна Алексею, и в чем я абсолютно с ним согласна, слышно меня, нет? Это в том, что политика эта исходит от России. Не будем называть вещи никакими эвфемизмами. Это не Иван Грозный, это не Иван III, это не Москва. Это Россия. Та самая Россия, которая сегодня ввела танки в Крым и давит своими танками Восточную Украину. Это традиционная политика империи. Ключом к пониманию в исторической литературе я бы советовала историкам взять прекрасную книгу Андреаса Каплера «Руссland als Vielvölkerreich. Россия как многонациональная империя». Там очень хорошо о северских княжествах сказано, и о Борше коротко, но и четко. Нам сегодня предлагают концепцию империальную. Все, что делает Россия, прекрасно. Никакой орды ни в начале XVI века, ни в 1945 году, которая перешла через Одру, не было. Была прекрасная миссия империи. Империя, которая, в отличие от других империй, даже не в состоянии была, английским языком говоря, выполнить миссию белого человека и поднять культуру папуасов на более высокий уровень. Россия несла и на запад, и на восток нищету, беду, невежество, водку, эпидемии. И об этой империальной политике мы должны говорить сегодня. Да, мы будем праздновать Оршанскую победу. Я не белорусская, я из России по своему происхождению. Я говорю «мы» от имени определенной политической сферы. Мы будем праздновать каждую победу, даже очень маленькую победу, очень скромную победу, которая хоть немножко остановила вот эту имперскую претензию, это движение на восток, на юг и на запад. Дело в том, что это была глобальная политика. XVI век начинался и в своем эпогее дошел до разрушения Казанского ханства, до уничтожения величайшей цивилизации исламской в Восточной Европе. Это был пролог к тому, что потом совершилось это страшное преступление оккупации, аннексии Крыма и уничтожения крымской культуры. Эта линия была направлена против Польши, против Литвы, против стран Северной Балтии. Это была страшная политика. Эта политика продолжается, поэтому наша конференция в высшей степени актуальна. А попытка показать, что маленькая группа там случайно собранных новгородских ополченцев случайно потерпела поражение, стратегического значения это не имеет, не пройдет, господин Алексей. Не пройдет сквозь национальное сознание. Чисто технично, я умолял на конференции за представляться, но все игноруют наши просьбы, кого я памятаю, там приношу складаю своє слово вибачення, точно паблетов, але сапраўды тут нават под записью ідзе, просто ведаеце, как не было анонимно. По-другое, мы уже наближаемся до критичного максимума. Я хочу сказать, что зараз мы можем
дазволіць еще два пытання. Ну так, калі ласка, сябры, подумайте, кому вельмі важно это пытание задать. И да, когда вы скажете, что вы не заснете сегодня, мы вам поверим, и мы дадим вам это пытание задать. Але попрошу, как вы подходили, и вельми отказно. Значит, представьте себе. Юрка Корчик, я уже представляю. Я без микрофона по цим проблемам. У меня питання до господарні Русіної, я вже по-білоруську не зрозумію. Чи відомо на Україні і українській історіографії битва под Вишневцом на Лопушне 1512 года, где Острожский и Каменецкий разбили 20-тысячное войско татар крымских. И не дали в черговый раз, что называется, на Украине учинить кровавый погром. Они вызвали весь полон, который они взяли там нечто за, я боюсь, на скидку помолиться по 20 тысяч. Это не является фактом украинской историографии и относимости до князя Острожского. Мы должны отделять то, что знают об украинской истории историки, так, или некие околонаучные круги, и, вот, как бы так, общественное мнение, да, знание об истории для рядовых граждан, то бесспорно для историков эти факты очевидны, в историческом сознании не существуют. Но для общественного мнения, увы, нет. То есть, почему, опять же, это можно долго об этом думать, но опять же я все время хочу вот сделать акцент на том, что если события периода Великого княжества Литовского для белорусского сознания важны и интересны, то для нас этот период как бы выпал в силу самых разных причин. Основной из которых, я все-таки думаю, является то, что, опять же, на конференции об этом шла речь, что наша парадигма национальной истории строилась на идее национально-освободительной борьбы за некие национальные интересы. И период литовский для этой парадигмы, для этой концепции не дает никакого материала. И доходит даже до смешного, потому что, значит, вот как бы я несколько лет назад делала такую огромную книгу, суть которой заключалась в том, чтобы сделать иллюстрированную хронологию истории Украины литовского периода, которая, ну, не только литовского, и татарского. Называлась она, значит, от Батыевой Навалы до Люблинской унии. Ну, то есть, в принципе, интересный очень проект. Может, сделали мы такую огромную, полноцветную книгу, пусть дорогую, не всегда доступную, скажем так, опять же, для рядового украинца. Но в процессе подготовки этой книги пришлось, конечно, познакомиться с огромным количеством литературы, именно в поисках даже каких-то минимальных дат, которые достойны того, чтобы войти в это издание. И я поняла, значит, что вот насколько, в том числе и советскую историографию, например, не устраивал литовский период именно с точки зрения отсутствия каких-либо проявлений национального сознания, национальной борьбы. То есть в хронологиях, которые составлялись в советский период, значит, в конце там вот каких-то таких компендиумов истории Украинской ССР и так далее, ни один случай, когда события, не имеющие никакого отношения к национально-освободительной борьбе, трактуются как выступление против литовского гнета. Это безумно смешно, потому что ты понимаешь, что под этими датами ничего нет. Никаких событий этих не существует, а они включены в академические хронологии. Лена, какой гнет? Острожские природные волынские магнаты. Вот в этом жили на вот в этом-то суть. Нет, я говорю о том, что почему этот период не был интересен для национальной истории. Почему, например, тот же Грушевский, да, то есть вот он пишет, что ці века стеляться пусткою, немає ничего цікавого для украинца. Он только выделяет, кстати, князя Вишневецкого, который, как яркий метеор, пролетел через литовскую эпоху. Потому что они искали в этой эпохе другое. Они искали вот проявление некого вот этого национального начала и не находили его. И поэтому на этой эпохе не делался акцент. То есть вот века нашей славы, наша античность, Киевская Русь, и потом вот начинается борьба за православие и так далее, и так далее. То есть наши настоящие герои – это казаки. И поэтому казацкая история – это краеугольный камень нашей вот национальной историографии. Понимаете? Вот это я хотела сказать. А тоже литовцы, я вам скажу, даже вот у некоторых коллег еще в 80-е годы появлялись работы,
И, например, вот очень интересно трактуется. Вот мы знаем, что Владимир Альгердович, он был в конфликте с Витовтом, который в конечном счете его сместил в Киева и так далее, и так далее. То вполне уважаемые историки писали, значит, выступление Владимира Альгердовича против власти литовских феодалов. Это 80-е годы. Понимаете? Это очень характерно. И именно поэтому вот это вот тоже, если по-украински, занедбание цієї доби и стало причиной того, что вот общественная, то есть историческая память, она деформирована. То есть никто не может понять, в чем месседж, вот такой посыл литовской эпохи, да? Это при том, что Вишневецкий это Гедельминович? Естественно, да. Ну, это все понятно. Но просто мы говорим о научном понимании эпохи, да, и о том, какой образ существует в общественном сознании. И вот, к сожалению, я могу сказать, например, об Островских, да, что да, кто-то, не очень широкие слои населения, они знают вот о Василии Константине. А Константин Иванович Островский, его победы, хотя, например, они у меня все вот в эту книгу вошли, рассказы, иллюстрации и так далее, и тому подобное, но в глубины общественного сознания оно не проникает. Пока что, по крайней мере. Да, дякую. Подавайте, вы уверены, что сможете сформулировать короткое питание конкретно? Да. Ну, как я верю вам. Все подманы. Я не подумал. Олег Висин, бизнес, занимаюсь сейчас философией. Откажите мне, Олег Дернович, я могу Олегу Дерновичу задать питание? Да? Вот, я задаю вам питание с пункта гледжання офицера советской армии запаса, які розуміють розницю поміж стратегією і тактикою. І з пункта гледжання формування білоруської нації. Коли ми лічимо грюнку стратегічної победи, у вынику якой усталевалась наша западная граница. Является ли такой же стратегической победой Аршанская битва, когда усталевалась граница восточная от восточного агрессии? Потом она завсёды лечилась граница помеж Смоленском и Оршей, помеж Великим княжеством и Литовским мостом. То есть ценность, стратегичность этой победы. И еще по Марта попрошу растлумачить нашему гостю, что в 1914 году это были белорусы. И сегодня мы, белорусские националисты, здесь находимся, а на восточного соседа нам наплевать. Ну, я завжди супер нигилистичных. Но когда вы пытаетесь конкретно мою позицию, я решу, что Аршанская битва это вельми значная подія. Хоть, конечно, я не сгодны и не готовы сгодить все войны по 16 столетия только до Орши, битва под Оршей. Для меня битва под Оршей это контрапункт, так? Что адлюстровує ті тенденції, які розвивалися у громадстві і на усходній межі. Ви правильно кажете про усходню межу Великого княжества Литовского. І в этом сенсі гэтыя падзеі сапраўды таксама прадзначалі праз дзяржаву, таксама прадзначалі этнічную межу беларусаў. Ну, окей, будучи беларусам. Бо я таксама падтрымлюсь канцэпцыі, што беларусы это, ну, як я уже сказал, старажытны народ, але маладая нация. Сам концепт белорусского, конечно, ситуация 19-го столетия. И для меня Орша символизует этой подеи. Але я згодна, что не можно все звести только до Орши. И бачить у Орши вот этот ключик, який відчиняє нам в этой, как бы, таємниці часу. Ну, видите, сябры, заканчиваючи наше споткание, нашу дискуссию, я хотел бы на правах ведущего, я маю такие привилегии, однозначно якось свое уражение. Но оно, конечно, такое подвойное. И застается... Олег, короткое финальное слово. Ну, добро, а мне тут будете финальное слово? Вы что, Олег, коротко. Нет, просто я не веду, я ориентовался, что мы повинны уже, нас будут выкидывать с окна, нет? И у нас еще есть какие-то финальное короткое слово для всех денег дискуссий. Нет, ну это просто десерт, тогда як на заканчивание. Добре, тогда я даю финальное слово всем нашим ученикам и потом гвалтовно заканчиваю. Да, да. Олег.
Ну, у меня пара рефлексій на фон того, що тут відбулося. Перше, що казав Миколай Плавінський, да, що ніхто не зможе посперечатися. Ну, коли ви так ставиться до власної історичної науки, до власних сил, ми так далеко не уїдемо. Бо коли ти можеш сперечатися, ти мусиш сперечатися, неважно, в яким ти статусі і так далі. По-другое, я лічу, що, ну, коли будем казати про некую практичну там плоскость, да, то есть место Аршанской битвы, як ми можемо так використовувати, то справді я тут з Олексієм ще згодний, що коли деполітизувати тему цілком, так, то Аршанська битва може стати таким файним місцем, ну, і територіальне вираження так само. Ось у Варшаві буде проводитися грандіозний рицарський фест, приміркований до Аршанської битви. Нам застається тільки вельми сумувати, що він проводиться не подольше. Ну, а це нонсенс, так? Тобто, нам, я лишу білорусам, треба зробити з Аршанською битвою таке ось файне, хоча й об'єднальне, чим роз'єднальне місце пам'яті, так? Подольше відбувався штогодовий фест, який збирав шмат людей з Росії, там, з Польщі, з України і так далі. Ну, і мені здається, що ось ті реконструктори з Росії, які їдуть на ГДФест у Варшаву, так вони там не переймаються з тої нагоди, що там святкується пораження російської держави, так, де вони там наваляли москалям і так далі. Чому нам це не перенести сюди? І зробити це подольше, і робити це щогод. І буде прибуток там Аршанському району місцевого бюджету. Ось це можливість тут покуль, на жаль, губляє. Дякую. Алена, вам слово. Очень короткое слово, потому что как бы ход дискуссии сегодня на конференции меня подтолкнул к мысли о том, что все-таки нужно, может быть, такие события вносить в какой-то более широкий контекст исторической памяти, то есть как бы смотреть на это в каком-то таком антропологическом ключе и думать, это значит, чего мы хотим добиться, да, празднованием тех или иных юбилеев, и что есть культура памяти в нашем обществе. Опять же, вот хочется перебросить мостик к событиям 9 мая, почему, скажем, в Киеве оно празднуется достаточно скромно, а в Москве в каком-то таким планетарном масштабе, и так, в общем-то, как будто бы эта победа над фашистской Германией была получена всего лишь, скажем, там, год или два тому назад. И почему, например, события, связанные с Первой мировой войной, со Второй мировой войной, празднуются совершенно иначе в разных странах, в разных национальных культурах. Вот. Ну и вот я думаю, что какие-то все-таки мероприятия, которые еще будут организовываться в связи с той же битвой на Орше, они все-таки должны давать ответ на такие вопросы. Чего мы хотим действительно добиться этим празднованием, и как национальная традиция белорусская в данном случае отличается от других национальных традиций. Дякую. Алексей, ваше слово. Ну что я могу сказать? Аршанский дискурс вот, в настоящей дискуссии, он как раз обнажил все основные проблемы. Мы здесь видим и политизированность определенной части общества, да, видим стремление разобраться в чем-то, видим множество проблем, да, связанных где-то с недопониманием оппонентов, где-то с неправильной трактовкой, где-то с своей какой-то концепции. В принципе, при отсутствии вот школы военно-исторических исследований, да, единой совместной школы военно-исторических исследований, возможно скатывание вот, изучения любой битвы вот в подобные вот такие полемики, чего, конечно, приветствовать никак нельзя. Вот. Все. Дякую. Ну що, сябри, час наш імкліво підходить до закінчення. Тепер я вже так само викажуся про подвойність, про яку я почав. Ведите, сябри, з пункту гледжання професійного історика у битві Подольській, вакол битв Подольській. І сапраўды вельмі шмат вузких і надзвычай цікавых сюжетаў. Мы в этом можем без конца таблицу химичных элементов складать, и дискуссии могут должиться еще долго, профессионально. И
коли я йшов на наше споткання, у мене було питання, які ключі, які речі ми здоліємо триматися. Що ж таки оказалося, що ця тема більш гаряча, ніж я уявляв. Мені здавалося, що ми вже можемо на більш низьких інтонаціях сперечатися. Оказалося, що ні, що ця тема вельми гаряча. Значить, цей етап треба все-таки тоді пережити. У будь-якому випадку, я так само констатую на собі, не веду, погодьте ви со мною, я не веду, як далі буде розвиватися статус цього дня, типу Днем Слави. Але принаймні історичним днем для нас День битвы под Буршей застанется, потому что надто цікава історія навколо його закінчується. Дякую.